Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. У нас к тебе вопрос. Кто создал государство Урарту? О, Если можно, про границы Нахал. хорошо. Времена. Мигрдо. Будем на русском или на чеченском? На русском, скорее всего. Будем на русском, доступном всем языку. Дело в том, что, Сулбан, вообще-то самое первое хуритское государство образовалось на севере Месопотамии, излучине Тигра. Это субарийцы, 4500 лет назад хуритское. Даже была зафиксирована хуритская запись, более около 5000 лет, принадлежит вождю Тишари, земли Уркиша и Навару. Давайте вот так и подойдем. Раз я упомянул Навару, то наварские короли нам известны, да, Франции. Вот. Народы на одном месте никогда не приживались. Кочевые, полукочевники были. Вот как, например, турки пришли из юга Туркмении на исконной земле хуритской, например. Эламцы, Адамдине, у этого Дьяконова пошли в Египет, например, с вождем Мемной. Вот. Тогда в ту пору, около 5000 лет, эта земля называлась, Нил назывался Хапи, а потом пришествие Гиксоков, называлась, значит, река, величайшая река мира, Гихи. Сама земля называлась Хикюпта, залитой водой, или Кемет. Кемет – это черный день. Это когда Нил разливается, то он поднимал со дна весь этот черный ил и оращивал земли по левую и по правую сторону Нила. Древнее название, конечно, Гихи, потом Кемет, потом залитой водой Хикюпта. Хикюпта, залитой водой, значит, земли. Ну и в искаженном виде Хикюпта получился Египтюс, а потом уже Египет, чтобы читатель знал. Все, значит, зафиксировано у меня, все. Прямо через 2 строки. Кто сказал, кто написал, кто наблюдал. Вот, поэтому я сегодня однозначно от себя ничего не имею права говорить, иначе это будет большая ошибка для меня. Меня будут осуждать. Поэтому у меня есть ссылка. Дело в том, что в 17 веке до нашей эры на излучине, значит, Тигра была образована Метанийское государство. И здесь мы в ахейском варианте, то есть в греческом варианте, уже знаем 3700 лет назад Метания называлась Голбат Ушкиани, или в греческом варианте Нахрайна или Нахраина. Вот тут мы и остановимся, что вот это упоминание есть. Но однако Сирия тоже называлась Нохайари, а Средиземноморской бассейн тоже Вейнехахим. Дело в том, что финикийские корабли, которые ходили по морю и вели торговлю, они были разукрашены в синий цвет, они больше походили, значит, на утку. Поэтому вот эти корабли назывались Синебад, то есть синяя утка. Я вспомнился Синбад. Синебад, Капитан да. Синбад. Да. От этого все это идет. Это легенды, мифы. Вот. Отсюда это, так же как аргонавты. Вот отсюда все это идет. Орго у нас есть, аргонавты есть, Ясон есть. Все это мифы и легенды греков. Вот. Дело в том, что Метания пала, значит, из-за межусобиц. Давайте вспомним такой продел, как сын метанийского вождя упрекает ассирийского царя Ашурбанипала о недопустимости сношений с фараоном Египта, данником Метании, рабом его отца. Вот такая держава была. Индийские источники нам сообщают,
что, например, арии пошли от Митании, от субарийцев в Средней Азии. Мне кажется, это даже намного раньше пошли. С предгорий Кавказа, Каспии и так далее. Аналог, вот что говорится. В самую глубокую древность Кави Хосроу собрал в одну хашару из 6 крупных племен медийцев, 4 племя он забрал с собой в Средней Азии. Естественно, Азия это уже многое доказывает того, что Азия была доступна, тут арийцы были, даже возьмем горы Гималаи, да? В большой энциклопедии, словарнике, значит, советской энциклопедии, Гималаи называют Химала, то есть богиня талых вод от арийского слова Химала. 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 Чеченский переводится. Переводы, да, талые воды. Вот так вот. Но если коснемся, например, мы скифов, то скифы, конечно, это естественно наши предки. Почему наши предки? Вот многие ученые переводят некоторые слова, например, у скифов цабелом, так и написано, могу предоставить, показать, цабелом день, когда нельзя смеяться. То есть это похоронная процессия была. Вот. Митания, значит, из-за междоусобиц такое сильное государство распало, и до 9 века эти земли назывались Урыш-Атире, раздробленная земля, так и переводят, Урыш-Атире. И в 9 веке настал такой вопрос. Ну вот видишь, Погодите. у нас получилось, там хотели на 5 минут из расчета. Ну давай мы продолжим, наверное, через Продолжим. какое-то время, да? Да. Все, Баркал, сядь. Все, Да. передача наша на сегодня закончилась. Закончил.